Целевая программа по развитию сельского хозяйства реализуется четвертый год. С 2021 по 2023 годы из республиканского бюджета было выделено по 100 миллионов рублей. Согласно закону о сельском хозяйстве, в эту сферу из собственных доходов республики должно направляться не менее 5%, что в год составило бы около 500 или 600 миллионов рублей. Однако с учетом отсутствия таких возможностей по запросу Минсельхоза финансирование все же удалось немного увеличить на 50 миллионов рублей. По словам министра сельского хозяйства Беслана Джоупуа, финансирование будет увеличиваться по мере роста бюджета. В этом году, как и в минувшие, направления программы остались теми же. Речь идет о животноводстве, растениеводстве, переработке сельхозпродукции. проект дари يرتشوب يحزربونا سبري проект يالخو يرتشدزنا نسارز حلقة خير يزعن بي يخوي يران زيجار ز حلقة عريه شوب يخوي يران زيجي الله خرز تخورت شوب أبري حبريكت وبري عن بي نسوس حب خيشتوب هرا نحمو يحزوج بجد عن بي فرح خير خونا проект كو سكرتيري سدر رايون يشوختوبس بخزنا هاي الخ تخوب لحخرب ناس خلاص الخوز زيجي يشقطوبش ناس أرز حلق نمخر بيبش يزكوز علاجي حبخ عوم سنبوم حقوبشر بيش بس أحترب. В рамках программы развития сельского хозяйства средства осваивались в двух направлениях: приобретение химических препаратов и проведение мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями сельхозкультур, и непосредственно финансирование проектов. Их количество за минувший год составило 264. На приобретение химических препаратов и проведение мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями 10 миллионов рублей, на финансирование проектов по сельскохозяйственным направлениям, одобренных к реализации конкурсной комиссии, 90 миллионов рублей. В комиссию поступило 264 проекта на общую сумму 167,8 миллионов рублей. В ходе изучения проектов с выездом на место реализации проекта и их отбора конкурсной комиссией было одобрено 210 проектов на сумму 89,5 миллионов рублей. По словам Тываза Ачба, по направлению приобретения средств малой механизации 89 хозяйств обеспечили мини-тракторами и мотоблоками с навесным оборудованием, а также прицепными агрегатами. По направлению развития растениеводства одобрили 98 проектов на сумму 37 миллионов 500 тысяч рублей. По направлению развития производственной базы для переработки сельхозпродукции комиссия одобрила 13 проектов на сумму 12 миллионов 200 тысяч рублей. Таким образом, в республике появились новые производства виноводочных изделий, аджики, пункты приема цитрусовых и другие производства. Что касается направления развития животноводства, за 2023 год комиссия одобрила 39 проектов на сумму 13 миллионов 600 рублей. Вместе с тем министр сельского хозяйства обратился к членам комиссии с рекомендацией пересмотреть работу данного направления с учетом горького опыта. До сих пор у нас через наших представителей в Татарстане идет судебная тяжба. То есть им вменили оплатить в бюджет те недопоставки и оплатить некачественную поставку. Тут я скажу, что это вот первые наши проекты были, есть и наша вина, мы не проследили отгрузку, не смогли проследить в контракте ответственность за транспортировку, и в итоге мы не добились того результата, который мы хотели бы. Мы потом попробовали уже второй-третий год приобретать крупный рогатый скот здесь, в Абхазии, передавать заявителям. Но скажу честно, вот опыт показал, что, во-первых, ценовая политика немножко сложная. Когда государство приобретает определенное количество, они, видимо, исходит из этого. Но это не развитие, если покупать в одном селе уже зрелый скот, скажем, крупный рогатый скот, и передавать в другое село. Это просто развитие, скажем, одной семьи, но никак для развития сельского хозяйства. Если вот молодняк приобретали бы, скажем, вот у того, кто занимается животноводством, и он продает.
и брать молодняк для участника проекта, и он его будет заниматься, это уже развитие. Также Беслан Джопуа предложил исключить покупку крупной птицы. По его мнению, целесообразнее приобретать цыплят в возрасте до 2 недель или же яйца птицы для проектов, предусматривающих наличие инкубаторов. Также министр внес предложение по рациональному распределению средств малой механизации. Мы не против того, чтобы все наше население было механизировано, начиная от тракторов, от мотоблоков, всего этого. Но, к сожалению, бюджет наш этого не может себе позволить, и мы должны найти, как рационально это использовать. То есть заявить или приобрести технику, особенно мини-трактора и мотоблоки, очень много, и зачастую не совсем для того, чтобы использовать для развития, для подсобного хозяйства, а просто оно хорошее дело в хозяйстве, конечно, мы ничего против не имеем, может он на мельницу поедет, там кукурузу повезет на трактор, но мы должны приобретать технику, мы считаем, что если мы помогаем создать хозяйство, или у него есть действительно хозяйство, где необходимость этой техники есть, это мы должны определять. То есть мы вот представляем мини-трактора мощностью до 24-25 лошадиных сил и навесного оборудования к нему участникам программы, имеющим в пользовании обрабатываемую площадь от 1 и более гектаров. То есть, если у него 0,5-0,25, такой трактор нет необходимости, мотоблок даже может помочь. Вот из таких соображений и рекомендаций. Также министр рекомендовал не одобрять проекты по выращиванию грецкого ореха сорта Чандлер. По его словам, такой сорт плодоносит лишь 3 года, потому необходимо дождаться заключения НИИ сельского хозяйства. Кроме того, рекомендовано исключить финансирование проектов для выращивания технических и экзотических культур, а также не рассматривать проекты, в которых одного вида культур менее 100 корней. В ходе встречи обсуждали детали деятельности рабочих групп, количество которых в прошлом году составляло 8. По мнению членов комиссии, в этом году число рабочих групп необходимо увеличить. Дело в том, что некоторые районы по количеству заявлений в разы превосходят другие, от чего зависит нагрузка. Лидирует Ачимчирский район, затем идет Сухумский район, за ним Гудаутский и Гулрыбский. Жители Гагарского и Галского наименее активны. В работу группы входит множество задач. От выезда по адресу заявителя, проверки указанной в заявлении информации, до составления актов и других процедур. Что касается работы программы за 2024 год, по словам Тайваза Ачба, к реализации принято 419 проектов на общую сумму 211 миллионов 134 тысячи рублей. Наибольшее количество проектов представлено от Ачимчирского района. Их 209, наименьшие от Гагарского, всего 6 проектов. По словам министра сельского хозяйства, в числе реализуемых в этом году проектов есть те, что одобрены в минувшие годы, которые по финансовым причинам удастся реализовать только сейчас. Потому Беслан Джопуа порекомендовал временно приостановить прием заявок в рамках программы. Асида Малия, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.